Реализация проекта по расчистке русла реки Карагайлы в рамках федеральной программы «Экология и природные ресурсы» ведется с 2014 года. В начале проектно-исследовательский институт «Башгидроводхоз», выигравший аукцион на право разработки проектно-сметной документации, провел на участке инженерные, геодезические, геологические и экологические изыскания. На протяжении 15 километров вдоль течения реки были пробурены 35 скважин, отобраны пробы грунта и воды. В феврале прошлого года проект получил положительное заключение Государственной экспертной комиссии. Общая протяженность очищаемого участка реки составила 11 километров 230 метров. На весь комплекс мер из федерального бюджета было выделено более 13 миллионов рублей. Тендер на осуществление проекта очистки выиграло уфимское предприятие «Партнер». Работы предусматривали два этапа. Очистка более чем 7 километров русла, которая завершилась в конце 2014 года, и очистка второго участка протяженностью 3,8 километра. В ходе своего визита заместитель министра Виталий Тюр оценил проделанную работу. Объект оказался очень проблемным. Некоторые участки реки сильно заилены, техникой невозможно было отрабатывать. И проблема еще есть в том, что построенные и комбинатом, и городом в свое время водопропускные сооружения под дорогами, вот перед которым как раз мы сейчас находимся, завышены. Это придает подпор реки, и в этом месте, то есть и русла самого нет, река разливается по всей пойме своей. Вот такие проблемы здесь были, мы их попытались решить. Реализация проекта должна решить давние вопросы. В частности, очистка русла позволит не только предотвратить заболачиваемость берегов вдоль реки Карагайлы, но и снять проблему подтопления автомобильных дорог и частных домов в районе поселка Горный и улицы Речной в период весеннего половодья. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.